Герой этой истории – девушка-москвичка, таксист-мигрант и таджикский мальчик-отказник с редким заболеванием булезный эпидермолиз. На первый взгляд, никак не взаимосвязанные между собой люди невольно оказались в одной лодке, ведь, как известно, у судьбы свои причуды, и порой найденная мелочь на деле оказывается настоящим кладом. Все началось с красного кошелька. Это было возле магазина, когда я подъехал к дому, хотел покупку делать дома. Заехал в магазин, и когда машину перепарковал, вышел из машины. Видел упавший кошелек. Я взял эти кошельки, зашел в магазин, покупку делал, вышел из магазина. Когда вернулся домой, хотел искать кошельки, чтобы был контактный владелец кошелька. Найдя кошелек и не обнаружив внутри никаких намеков на контакты, находчивый Шахизада придумал оригинальный способ, как все-таки найти владельца, а если точнее, владелицу. В пятницу забирала ребенка со школы, сажала его в машину, и, видимо, когда грузила все вещи, видимо, у меня там выпал кошелек, как я уже потом поняла, но так как я ехала домой, и, собственно, потом мне кошелек уже был не нужен, я это вообще не заметила. Где-то минут через 5, как я отъехала от школы, у меня пришла смс от банка, что мне переведено там 10 рублей, и на текст «Я нашел ваши кошелки». Думаю, какие кошелки? Ну и номер телефона звоните. Думаю, наверное, спам какой-то. Сейчас, думаю, позвоню, снимут там с меня 1000 рублей, в общем. Бац, где-то через 3 минуты буквально еще на вторую мою карту, тоже Сбербанка, тот же самый текст «Я нашел ваши кошелки». Думаю, не пойму, наверное, тут слил реально мои карты. В общем, на третью пришел точно такой же текст. Я думаю, наверное, ну точно. В общем, у меня не было никаких сомнений, что это какой-то спам, вот. Но было много дел, еще звонков. В общем, я где-то часов в 9 только решила садиться платить коммуналку. Села, значит, кошелек ищу, нету. Бегу в машину, там тоже нет. И тут меня осеняет, что эти кошелки, это не кошелки, а именно что-то кошелек. Звоню ему, говорю, это я хозяйка кошелька. Он говорит, я вам все привезу. Типа, я говорю, я вот на Верной. Он говорит, я вам все привезу. Я говорю, нет, давайте я приеду. Ну, то есть, конечно, у меня там вся жизнь вообще. Вот, он говорит, нет, я вам привезу. Благородный поступок со стороны мигранта так бы и остался маленьким эпизодом в жизни героев, если бы не пост в Фейсбуке, на радостях, сделанный Аленой. И вот тут история приняла совершенно неожиданный поворот. Тут вдруг этот пост начали расшаривать очень активно. То есть я до сих пор не могу понять эффекта вот этой истории, почему. То есть, наверняка много историй про то, что кто-то находит и кто-то возвращает. Я за все свои 33 года я никогда не теряла ни кошелек, ни документы, ни ключи, поэтому для меня это было вот так вот, я даже не успела испугаться. Вот. В общем, к вечеру пятницы там было уже почти 1500, по-моему, перепостов в Фейсбуке. После того, как история распространилась в социальной сети, деятельные пользователи решили не оставлять добрый поступок без внимания и запустили акцию, где каждый желающий может отблагодарить парня, кинув тому немного денег на счет. Спасибо вам, добрый человек, за вашу поступку и низкий поклон вашим родителям, воспитавшим. Благодарность сына Татьяна из Ирландии пишет. И что самое интересное, простодушный и открытый парень не ленится им отвечать на СМС. На момент нашей встречи счет сообщений от признательных людей перевалил за сотни. И во время интервью его телефон не умолкал, пополняясь очередными сообщениями со всего мира. Да, у меня до сих пор поступают деньги. Я этот день, который отправили меня, я где-то около 8 тысяч был. Я отправил на больным детям, а там, оказывается, был угрожен Таджикистан тоже. То есть какому-то конкретному ребенку или... Нет, я вообще отправил больным детям, которые она смотрит, оказывается. Она сказала, а там в середине их ребенка есть гражданин Таджикистана тоже, который мать отказывает своему ребенку. В свою очередь, небогатый мигрант, доказавший всем, что жадность не его кредо, узнал, что девушка, чей кошелек он вернул, возглавляет благотворительный фонд, занимающийся детьми, страдающими булезным эпидермолизом. Недолго думая, парень решил пожертвовать поступившие к нему средства детям, замкнув тем самым круговорот добра. В общем, вечером он мне позвонил и сказал, что ему сказали, что я работаю в благотворительном фонде. Я до этого нигде это не упоминала, то есть ни в каких комментариях, вообще с ним это нигде не обсуждала. Он мне сказал, что он знает, что я занимаюсь благотворительностью, и он хотел бы перевести деньги на благотворительность.
Я моментально тут же предложила ему именно нашего Насреддина. Для меня вообще вопрос не стоял. То есть для меня эта история как бы фонда достаточно важна, а история наших отказных детей, у нас их не очень много, она тем более важна. Вот. И привлечь внимание, конечно, именно к таджикскому нашему отказничку, для меня это было абсолютно просто логично. Вот. Он перевел на него деньги. Собственно, на данный момент, по-моему, там почти 2500 перепостов уже написали о том, что да, он перевел именно на этого ребенка деньги. Дети-бабочки так называют детей, страдающих очень редким генетическим заболеванием, кожа которых такая же хрупкая, как крыло бабочки, и при слабом контакте буквально слезает с больных, превращаясь в язвы и раны, причиняя сильную боль, как при ожоге. К сожалению, современная медицина не в состоянии справиться с этой болезнью, и единственное, чем можно помочь страждущим, это определенные процедуры и регулярные перевязки специальными дорогостоящими бинтами. Маленького Насреддина эта болезнь тоже не обошла стороной, но ему не повезло больше других, потому что у него нет семьи, которая бы заботилась о нем. Он отказничок и находится на попечении фонда в доме ребенка. Но скоро, по всей видимости, малыша ждет детдом, и смогут ли ему дать необходимый при его заболевании уход, остается загадкой. Вот. Мы недавно получили разрешение на пиар ребенка, то есть на распространение информации о нем для того, чтобы найти ему приемную семью. И, собственно, вся эта история с кошельком, она как так вылилась, что, может быть, чуть больше людей узнают о нем, да, увидят. Вот. Он у нас такой, как бы вообще просто очень такой кукляш. Если посмотреть на сайте фонда, он, конечно, красавец, невероятный просто вообще. Плюс он еще очень активный, и с ним очень хорошо занимаются в доме ребенка, поэтому он, он не запущенный ребенок, он абсолютно сохранен в плане интеллекта, он не самый тяжелый по форме, вот, и... По форме заболевания? Да, по форме заболевания. Такой болезнью невозможно заразиться, она врожденная, и, к сожалению, это нелегкое испытание падает на плечи маленьких детишек, которые, впрочем, не теряют оптимизма, несмотря ни на что, оставаясь простыми детьми, не обращая внимания на череду сложившихся обстоятельств. Cannot wait. I'm yours.